Эдел-Хаджи. У Арби Мамакаева есть стихотворение «Майя». Лет 20 тому назад я пел песню на эти стихи. И еще тогда я часто задумывался о том, кто же такая Майя. Многие, как и я, думаю, не знают, кому посвящены эти слова. Расскажите, кто была Майя, что связывало ее с Арби, как они встретились. Я приехал сегодня специально за этой историей. Арби попал в Магадан в разгар репрессий, а Майя там оказалась в конце войны, несмотря на то, что была всего лишь школьницей, ученицей 8 класса. Дело в том, что Майя, оставив учебу вместе с другими детьми, трудилась на заводе по производству боеприпасов для фронта. За работу в то тяжелое время детям и подросткам ничего не платили, но кормили небольшими обедами. А чтобы производство ни на минуту не останавливалось, маленькие работники должны были есть прямо у своих рабочих станков. И им категорически запрещалось выносить еду за пределы завода. За нарушение этого порядка было объявлено 10 лет тюрьмы. Отец Майи был на фронте, а дома оставались маленькая сестра с братиком и мама. Несмотря на грозившую опасность, половинку из своего обеда Майя отложила и решила вынести с завода для больной и изнуренной голодом матери. Размяв эту половинку, а это было что-то наподобие котлеты, в маленькую лепешку, она спрятала ее в своей косичке и в конце смены попыталась пронести за ворота завода через охрану. Охрана при проверке ничего не обнаружила или, пожалев девушку, молчала, зная ее ситуацию дома. Но на ее беду собака при охране учуяла запах еды, и несовершеннолетняя Майя была наказана 10-летним сроком и отправлена в женскую колонию Магадана. Через какое-то время туда же отбывать срок была отправлена и юная чеченка из Казахстана, куда наш народ по ложному обвинению был сослан с родной земли. В эти голодные времена, после выселения, чеченцы, чтобы не пропасть с голоду, выживали как могли. Бывало, и некоторые пытались собирать оставшиеся после уборки на полях зернышки пшеницы, что тоже было запрещено. Специально, чтобы у нас не было и этих несчастных зернышек, после сбора урожая сразу же следом проезжал трактор, дабы закопать эти остатки глубоко в землю. А ведь был страшный голод. Но эта девушка как-то смогла пронести в дом в рукавицах немного зерен, штук 20, наверное, надеясь растолочь и что-то приготовить. Об этом как-то узнал местный бригадир и донес начальству, и чеченка Шава, так ее звали, была сослана в Магадан отбывать наказание сроком 10 лет. Родом она была из селения Чанты-Юрт. Майя и Шава оказались в одной колонии и, видимо, были еще одногодками, они подружились. До чеченцев, отбывающих срок в магаданской тюрьме, быстро дошла весть, что среди заключенных в женской колонии есть чеченка. Когда слышали о новых узниках, казахах, русских, немцах, никого это не удивляло, но то, что молодая чеченка оказалась там, вергло всех, мягко говоря, в удивление. Арби с товарищами долго искали Шаву, но все же выяснили, в каком из лагерей она находится, и взялись ее опекать, как родную сестру. На одном из свиданий в лагере Шава рассказала Арби о Майе. Над ней издевались взрослые заключенные женщины, и девушка попросила за подругу, нельзя ли ей помочь чем-нибудь. Арби и его знакомый по лагерю Анди, который родом был из селения Дойкар-Ойла, попросили Шава познакомить их с Майей. На следующее свидание Шава уже пришла с подругой. И с этих пор Арби вместе с остальными чеченцами все время опекали девушек. Но чтобы оберегать их еще и внутри колонии, с трудом, но все же договорившись с начальством тюрьмы, они смогли устроить на работу в лагере, где находились Шава и Майя, 2 чеченцев на рубку дров
и растапливания льда для воды. Через год Шаву и Майю определили на вольное поселение, но там положение девушек отягощалось, потому что пропитание, да еще и в условиях вечной мерзлоты, нужно было добывать самим. Вдали от родных, в тяжелых условиях, одну оставлять нашу девушку нельзя, совещались между собой чеченские заключенные. И они приняли решение выдать ее замуж, конечно же, с ее согласия, за одного из наших, также находившегося на вольном поселении. Однако и Майю тоже нельзя было оставлять одну, тем более они уже чувствовали себя ответственными из-за нее. «Если вы хотите выдать меня замуж, я не выйду, я не согласна». Майя категорически отказалась. «Ну что тут поделаешь?» – развели между собой руками товарищи. «Пусть тогда все сама решает, чего хочет. Пусть решает согласно обычаям своего народа», – сказал тогда старый мулла Ибрагим, который отбывал там срок аж с 1930 года и был посажен только из-за того, что был богословом. «Вот только согласие на брак и решение должно быть твердым, и мы все проведем как нужно», — пояснил он Майе. «Хорошо, хорошо. Тогда выбирай сама, за кого пойдешь замуж, и мы тебя выдадим», — сказали остальные чеченцы. «Я выйду за Алика, только за него», — твердо заявила Майя. Аликом был Арби. Этим именем его называли среди заключенных. Хороший был выбор у Майи. Обе семьи поселились по соседству, сняв квартиры на пристани. Через какое-то время, уже после смерти Сталина, жить стало чуть легче. Теперь уже они могли, отмечаясь только раз в месяц, спокойно работать, свободно передвигаться. Майя ухаживала за Арби и старалась, чтобы он всегда был в тепле, была ему надежной опорой. Даже спасла от смерти, когда однажды к ним с оружием в руках прокрались воры. Арби в то время спал, и Майя, не разбудив мужа, схватила ружье, оно и сейчас находится в музее, выстрелила в одного из двух преступников, пробиравшихся к ним в дом. Раненый тот прополз какое-то расстояние и остался лежать в снегу, где его и нашли утром мертвым. Второй тоже не смог далеко уйти. Арби и Майя настигли и его. И таких случаев, когда Майя спасала жизнь Арби, было очень много. Находясь на вольном поселении, Арби не имел права поехать к семье в Казахстан. И в 1957 году, после того, как сталинский указ о депортации коренных жителей Северного Кавказа был отменен, и чеченскому народу разрешили вернуться на родину, Арби и Майя приезжают на Кавказ вместе с первым потоком чеченцев, среди которых, кстати, были Умар Димаев, Ваха Татаев и многие наши известные личности. Когда я приехал в Грозный, будучи учеником 10 класса, Майи с отцом уже не было, они расстались. Она уехала, потому что вернулась моя мама, которую Арби считал до этих пор умершей. Мама тоже думала, что Арби расстреляли, так как он был приговорен к расстрелу. Об этом даже объявляли по радио. Расскажите о том, что с вами происходило в пути во время депортации в Казахстан. Почему ваш отец считал вашу маму мертвой? Я помню депортацию, я помню долгую дорогу в Казахстан, и этот невыносимый голод и холод. Моя мама, ее 4 братьев и ее родители оказались в одном вагоне, а меня, игравшего с детьми во дворе на другой улице, закинули в Студебекер и погрузили в вагон вместе с соседями. Так нас и разделили. Мать думала, что я нахожусь с родными отца, а родня отца думала, что я с родственниками мамы, а я жил с чужими людьми все эти 13 лет. Но хвала Всевышнему, я попал к хорошим людям, мне повезло.
По пути в Казахстан люди начали болеть, и больных просто высаживали или выкидывали из вагонов в снег, и выкидывали мертвых тоже. Люди умирали, начиная с Волгограда до самого Казахстана. На каждой станции снимали по 5, 10, 15 человек. Представьте, сколько народу погибло. 47 эшелонов. Из каждого вагона этих эшелонов по 5, 10, 15 человек. На станции с проверками в вагоны заходили санитарки. В одной из таких проверок обратили внимание на маму. Сказали, что у нее холера. На станции Аксарай, это уже был Казахстан, ее сняли с вагона. Никто из родственников им не смог помешать, даже ее братья. У мамы болезни не оказалось, на самом деле ни тифа, ни холеры. Просто санитаркам приглянулись ее длинные роскошные косы, а они у нее были почти до пяток. На станции ей, вероятно, что-то вкололи. Обрив голову, забрали косы на шиньоны, а ее бедную бросили. Тогда за такой шиньон могли получить хорошие деньги. Парики создавались только из натуральных волос. Искусственных не было, как сейчас. Родственники мамы доехали, их высадили в Шакайске. Оказалось, они в 5 или 6 часах езды от места, где с вагона сняли маму. Братья мамы попросили у местного казаха зимнюю упряжку и через день отправились ее искать, точнее искать ее тело, потому что если ее сняли из-за болезни, то наверняка она уже мертва. Попросили одного казаха и тех чеченцев, у которых осталось хоть немного сил после долгого и тяжелого пути, вырвать могилу своей сестре до их приезда. Тот казах, который одолжил им упряжку, дал им еще и тростник, потому что в степях были волки, они могли напасть. А если поджечь тростник, был шанс, что волки испугаются огня и уйдут. В общем, поиски братьев привели их в морг. Они нашли бы свою сестру среди трупов и, завернув тулуп, одолженный тем же добрым казахам, повезли сразу на кладбище хоронить. О саване и прочих погребальных ритуалах в тот момент не могло быть и речи. Ничего не было. И перед тем, как опустить покойную могилу, по просьбе того же казаха, одолжившего им и тулуп, и упряжку, мужчины стали снимать этот тулуп, чтобы вернуть хозяину. Мама открыла глаза. Отогревшись под тулупом, она пришла в себя. Она осталась жива, но весть о ее смерти каким-то образом дошла до Магадана, до отца. И только когда уже вернулись сюда, домой, и мама, и отец узнали друг о друге, что живы. Представьте, мама, считавшая, что отец мертв, видит его живым, а отец узнает, что жива и она. И у них есть я, и есть еще Майя. Ситуация была сложная, отец был в замешательстве. Майя отнеслась с пониманием к Арби. Она знала, что в сложившейся ситуации нет вины ни Арби, ни моей мамы. Так случилось, судьба. Наверняка ей было тяжело, но она сделала выбор. Чтобы Арби воссоединился с семьей, она рассталась с отцом и уехала. О стихотворении Майи мы узнали потом, после смерти отца. Я нашел это стихотворение и другие стихи, а всего их было 7, в том числе посвященные сестре Арби Тамаре, вместе с завещанием в его бумажнике. Ему, наверное, было неудобно. Он не хотел, чтобы эти стихи, посвящение Майи, видела мама. На чеченском языке у него есть стихотворение «Несбереженное счастье» и поэма на русском языке «Улетело счастье воробей». Они тоже посвящены Майе. А как воссоединилась ваша семья? Моя мать, которая, оказывается, тоже была уже замужем, когда узнала, что отец жив,
сразу же развелась, а когда Майя ушла, они с отцом снова поженились. Я обрел семью, родителей, но спустя 1,5 месяца отец умер. Получается, Майя не захотела быть препятствием воссоединению вашей семьи? Она отказалась от своего счастья ради вашего? Вы знаете, во время военных действий в Чечне, когда мы скитались беженцами, Майя, переживая за нас, за меня с семьей, за маму, полагая, что она еще жива, хотела забрать нас к себе. А она уже в то время пожилой человек, и больше 40 лет прошло с той печальной истории. Майя доехала до Минводов. Там федералы, узнав, зачем она сюда едет, не пропустили ее, отправили назад, еще и побили и оскорбили. И через месяц, то ли от переживания, то ли по другой причине, Майя умерла. Я все время хотел ее найти, попросить у нее прощения за то, что нам не удалось ее удержать, но у меня не получалось. Я даже не знал, что она пыталась к нам приехать на помощь. Об этом, как и о ее смерти, я узнал позже. Жаль, что я не обратился в передачу «Жди меня» раньше. Хаджи, вы говорили, что у Арби и Майи был альбом. Расскажите нам о нем. Адам, вот этот альбом. В этом альбоме размещены фотографии с 1949 по 1952 годы. Тюрьма, голод. Наиболее упитанных и для тяжелых работ непригодных заключенных, и тому есть подтверждение, загоняли в подвалы, замораживали и кормили их мясом сторожевых офицерских собак. Настолько это было тяжелое и жестокое время. А у отца на обложке альбома ни еда, ни жареная курица, учитывая, в каких местах они отбывали срок. А это было бы уместно. Но нет, у него здесь Пушкин. Где-то в Магадане он нашел журнал, вырезал и приклеил. Он, несмотря на всю сложность своего положения, даже в столь жутком месте способен думать о высоком слове, о добром, светлом. Это говорит о его мужестве и силе духа. Даже вот одна эта обложка может говорить о мужестве, о смелости, о настойчивости. Среди них есть фотография Майи. Вот Майя, вот она. Поэма «Улетело счастье» Воробей Арби написал о ней. Вот тоже Майя. Посмотрите. Вот эта машинка печатная, которой она пользовалась. Вот она стоит, эта машинка. А вот Самат и Шава, о которых я рассказывал. Посмотрите. Вот она, Шава. А вот эта фотография сделана за 2 дня до смерти Арби таксистом. Таксист, узнав, кто с ним едет в машине, попросил его с ним сфотографироваться, сказав, что никто никогда ему не поверит, что он отвозил самого Арби Мамакаева. И, кстати, фотография сделана прямо у въезда в Нажайюрт. А вот я, отец и Абузар Айдамиров. Я всегда хотел найти Майю, помню все то, что она сделала для отца.
Я понимал, насколько тяжелым был сделанный ей выбор. К сожалению, она уехала до моего приезда. А иначе я бы не отпустил ее, поговорил бы с матерью, успокоил бы и сказал бы ей: «Майя должна остаться с нами, ведь она сберегла Арби и тебя». Адам, посмотрите, а вот фотографии этих двоих, посмотрите, тех самых, которые работали в колонии, чтобы защитить девушек, посмотрите, вот они. А вот письмо от тех двоих наших земляков, помните, я вам рассказывала, они устроились работать, чтобы защитить Шаву и Майю в колонию. Вот они просят Арби разрешения вернуться, так как их срок отбывания практически истек. Но Арби отвечает им: «Вы освободитесь только когда освободятся девушки». И они продолжали работать даже после того, как уже срок истек. Целых 8 месяцев, представляете? Мама считала себя виновницей их расставания. Перед смертью просила меня ее найти, хотела попросить прощения. Я нашел ее дочь с детьми, но Майи уже не застал, к сожалению. Я всегда хотел найти. Эдел Хаджи, благодарю вас, что поделились этой историей. На самом деле, это не только история Арби и Майи, это наша история, история человечности, верности. Да будет доволен Всевышний теми, кто оказался в трудные времена рядом с Арби, кто переживал за него, поддерживал. На самом деле это были очень тяжкие времена, когда судьба человека решалась одним росчерком пера – расстрелять. Девушка, которая сама пострадала из-за кусочка еды, стала спутницей Арби и разделила его тяготы, и мы должны быть ей благодарны. Спасибо вам, да хранит вас Всевышний. Здоровья вам, долголетия, мира и благополучия. Марша айла, Оушашнавай кигурдац, Сюха бьехки хиллар, Ханьялчи биху урдац, Оушах вайна бала хилла, И казама яллахир. Разорваться не ахтилла, Тихо бичу мир духи, У всех война балахилла, И коза моя лахир. Разорваться не ахтилла, Тихо бичу мир духи.